В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Более 12 миллиардов рублей выделят на льготные перелеты жителей Дальнего Востока. 6 жителей Хангаласского улуса являются резидентами бизнес-инкубатора для предпринимателей с ограниченными возможностями. На его основе они реализуют свои проекты. Вице-капитан молодежной сборной России по футболу Артем Соколов провел мастер-класс для юных якутских спортсменов. Объем финансирования льготных авиаперелетов жителей Дальнего Востока в центральные регионы и обратно увеличат в этом году. Сообщается, что будет выделено 12 миллиардов 300 миллионов рублей. В прошлом году сумма составила более 11,5 миллиардов. Льготными билетами смогут воспользоваться свыше 1 миллиона человек, жителей с постоянной регистрацией в регионах Дальнего Востока, а также льготные категории: молодежь до 23 лет, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, многодетные семьи и люди с ограниченными физическими возможностями. За последние сутки в Якутии выявлено 63 новых случая COVID-19, из них 25 в столице республики, 11 в Тампонском районе, 10 в Среднеколымском районе, 4 человека заболели в Нюрбинском районе, по 3 в Татинском и Хангаласском районах. 2 случая коронавируса обнаружили в Усть-Алданском районе, по 1 в Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Сунтарском и Устьянском районах. Санитарное состояние территории Строительного, Гагаринского округа и микрорайона Марха осматривают сотрудники ЖКХ окружной администрации города Якутска совместно с МУП «Жилкомсервис» и с региональным оператором Якутской экосети. Перед рабочей группой стоит задача выявить течь инженерных сетей и осмотр теплоизоляции. В новогодние выходные в ежедневном порядке они проводят объезды округов и проверяют санитарные точки, в том числе и выгребных ям. Сегодня наша съемочная бригада стала свидетелями, как рабочая группа по адресу Пионерская, 25 перед домом обнаружила, что выгребная яма заполняется жидкими отходами и вследствие мороза образовалась наледь. Комиссией было принято решение очистить и поставить там так называемые шайбы. А по адресу Халтурина, 7 перед домом МУП «Жилкомсервис» уже поставила такие шайбы, что облегчит уборку территории. В последующем, как видите, шайба убирается, наледь вот это остается, сразу у нас приезжает поток, техника это погрузчик и самосвал. Все туда грузится, очищается прилегающая территория, с рабочими, с погрузчиком. По городу Якутска сколько шайб таких стоит сейчас? На сегодняшний день 150 шайб из 210 выгребных ям. В Якутске в эти минуты проходит торжественная выписка новорожденных детей. Семьи получат денежные выплаты, приуроченные к столетию Якутской ССР и Году матери. Детали знает Власий Сергеев. Он сейчас выходит с нами на связь. Власий, приветствую. Сколько детей выписывается? Кристина, здравствуй. Я сейчас нахожусь в перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы, где прямо сейчас идет торжественная выписка 9 новорожденных детей, а именно 6 мальчиков и 4 девочек. Отмечу, что все эти дети родились в новогоднюю ночь, вернее, с Нового года по 1 января. А данные семьи получат денежные выплаты, приуроченные к столетию ЯССР и Году матери в республике. Напомню, Айсен Николаев в декабре подписал указ о целевом капитале «Дети столетия», согласно которому каждому ребенку, родившемуся или усыновленному в 2022 году, предусматривается выплата, денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. Семьи смогут направить данные средства на размещение вклада в кредитных организациях, образование ребенка, оказанию ребенку высокотехнологичной медицинской помощи. Также деньги можно направить на семейный отдых, улучшение жилищных условий, ремонт жилья, приобретение транспорта и на страхование жизни и здоровья ребенка. Отмечу, что в этом перинатальном центре в 2021 году родилось 5875 детей. Ну и в завершение я добавлю, что Якутия остается лидером по рождаемости на Дальнем Востоке. Так, в 2021 году в республике родилось более 12 тысяч детей. Ну а подробнее о данной торжественной выписке смотрите в вечерних выпусках новостей. У меня на этом все. Мы продолжаем работать. Передаю слово студии. Власий, спасибо.
Спасибо. Напомню, со студией на прямую связь выходил Власий Сергеев с торжественной выписки новорожденных, приуроченной к столетию Якутской ССР и Году Матери. Мы продолжаем. В Хангаласском улусе действует единственный в Якутии бизнес-инкубатор для людей с инвалидностью. Он открыл свои двери еще в июле месяце 2021 года. Сейчас резидентами бизнес-инкубатора являются 6 человек. С ними пообщалась наш корреспондент Виолетта Засимова. Первый в республике бизнес-инкубатор для граждан с ограниченными возможностями здоровья расположился в поселке Махсагаллох, в здании, где базируется автономная некоммерческая организация «Феникс». Эта организация занимается помощью не только инвалидам, но и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Также «Феникс» продвигает адаптивный спорт и в целом физическую культуру. Директором организации является Ринат Жангиров, учредителем Сергей Владимиров. Нынешнее здание организации раньше было заброшенным, но Ринат и Сергей общими усилиями сделали в нем капитальный ремонт. Ранее это было бесхозное здание с 2000-х годов или с 99-го года, по-моему, это здание пустовало, было без окон, без дверей. Мы приобрели это здание, открыли некоммерческую организацию и решили открыть здесь адаптивный центр. После того, как открыли, решили развиваться дальше, и пришла такая идея помочь людям с инвалидностью, так скажем, заниматься своим делом, открыть свое личное дело, открыть свой бизнес и вести его. Одним из резидентов бизнес-инкубатора является Егор Сафронов. Он заключил с государством социальный контракт на закупку оборудования для швейного цеха. Оборудование легких и средних тканей и тяжелых тканей, и также оверлоки, тоже промышленные. Сейчас в цеху помимо него работают еще 2 человека. Поступают заказы не только от жителей Махсагаллоха, но и от предприятий. А так вот сейчас Мамедов еще должен тоже. Якутцемент. Да, Якутцемент он тоже заказал. Сейчас верхонки. Потом будем еще шить и рабочую одежду. Для Якутцемента? Да, конечно. Совсем скоро бизнес-проект еще одного резидента будет воплощен в реальность. В этом же здании откроется оздоровительная баня. Ее владелец – молодой человек с инвалидностью. Он также заключил соцконтракт на приобретение ремонтных материалов, печи для парной, душевой кабины и так далее. Да, вот буквально через стенку здесь будет оздоровительная баня с доступной средой для людей с ограниченными возможностями. Ее также открывает индивидуальный предприниматель по социальному контракту Макарян. Есть также дистанционные резиденты, которые осуществляют деятельность у себя в населенном пункте. Например, один из резидентов открыл у себя в селе цех по изготовлению металлических изделий. Недавно бизнес-инкубатор посетил председатель правительства республики Андрей Тарасенко и остался в приятном шоке от увиденного. Почему я заинтересовался посетить данный инкубатор? Потому что для меня очень интересно, что все-таки здесь воплощено, какие идеи. Я с таким не сталкивался, не видел. Во всяком случае, честно говоря, даже много я регионов объездил. Эта идеология для меня была интересна. Что сделано такое, что в действительности тут, понимаете, здоровому мужику иногда тяжело жить, а уж создать что-то еще для инвалидов и бизнес какой-то тут раскручивать и делать. Это очень интересно. И посмотреть, как реализована эта схема и что нужно помочь, и, может быть, какие-то идеи новые возникнут и так далее. Также Андрей Тарасенко высказался в пользу того, чтобы бизнес-инкубаторы для людей с инвалидностью открывались повсеместно в республике. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Музей Победы подготовил новогодний подарок для интернет-пользователей. До 9 января жители Якутии, подписавшиеся на новости музея, смогут стать участниками бесплатной виртуальной экскурсии по экспозиции «Подвиг народа». Панорамная программа, созданная по технологии 360 градусов, благодаря эффекту присутствия, позволит погрузиться в прошлое. Пользователи узнают о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны, смогут рассмотреть мельчайшие детали экспозиции, а также задать
задать удобный им темп часовой виртуальной прогулки. Авторскую экскурсию для интернет-гостей проведет директор Музея Победы Александр Школьник. Посетители пройдут путь от Бреста до Берлина, побывают на заводе и в госпитале, в студии Левитана и библиотеке блокадного Ленинграда, на площади Великого Новгорода и в центре одной из европейских столиц. Пока футбольный сезон ушел на зимнюю паузу, полузащитник знаменитого клуба «Химки» Артем Соколов прилетел на родину в Якутск. В первые дни января он уже успел встретиться с футболистами и провести мастер-класс с юными любителями спорта. На встрече побывала и наша коллега Надежда Саханская. Своим примером показывает юным футболистам, как владеть мячом на поле. Артем Соколов в центре внимания. Он – гордость республики. В свои 18 уже представляет страну в составе юношеской сборной России. Хорошо, что все так сложилось у Артема. Да? Но я говорю, я никогда даже не думал о том, что когда-то мои воспитанники будут играть, там, даже в ФНЛ была мечта у нас, там, чтобы мы когда оценивали, там с коллегами сидели и уровень наших парней, ну, маленьких там футболистов, когда они уже юношами становились там. Ну и вот у кого-то там, допустим, кто-то говорил, ну, твои дети, вот они там максимум ФНЛ будут играть в лучшем случае, если им повезет. Но я думаю, ну, ФНЛ будут играть, это вообще будет замечательно. А когда есть такие результаты, когда Артем, чем как бы значимо вот это все происходящее в жизни Артема, что он показатель для наших других детей. Василий Ивочкин в свое время стал наставником для Артема Соколова. Он, в свою очередь, начал футбольный путь в пригородном поселке Марха в команде «Пульс». Якутянин был лидером юношеской команды Чертанова на протяжении последних лет. Летом 2021-го Соколова приобрел клуб «Химки», выступающий в российской премьер-лиге. По словам спортсмена, главное для достижения целей – вера в себя. Конечно, каждый ребенок должен верить, так же, как и я верил, что и загадывал каждый раз, что хочу стать спортсменом, да, футболистом. Также каждый ребенок здесь, у каждого есть потенциал, каждый может также заиграть, главное верить в себя. Сегодня полузащитник проводит мастер-класс для якутских школьников. В командах дети, которые представят в следующем сезоне юношескую лигу республики. Борьба на поле разразилась нешуточная, и многие якутяне показали свое мастерство, несмотря на то, что многие из них, как и Соколов, начинали с так называемых картофельных полей. От грунтовых полей Мархи и до площадок первого дивизиона. Пока капитан молодежной сборной Артем Соколов находится здесь, в Якутске. Но уже в 20-х числах февраля он в составе «Химок» сразится с московским «Динамо». И мы уверены, что эта игра принесет ему немало личных достижений. Надежда Саханская, Владимир Павлов, Якутск. Новогодний парад планет можно будет наблюдать до 7 января при условии ясного неба. С 4 января в этом ряду можно будет увидеть молодую Луну. Наилучшие условия для наблюдения парада планет будут на юге России. Там планеты будут находиться выше над горизонтом, сообщает Московский планетарий. В Якутске лучшие часы для наблюдения – первые часы после захода Солнца. Над горизонтом можно будет увидеть Уран, Юпитер, Сатурн и Меркурий. Венера и Марс не будут видны из-за солнечного света. А с сегодняшнего дня в этом ряду также можно будет увидеть серп молодой Луны. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.